Еду в Ингушетию. Впереди двери в Ингушетию. Погранпост здесь. Проверяют паспорта. Иностранцев не пускают. Здесь погранзона только по пропускам. Страна башен и легенд. Ингушетия. Опять, как видите, башенный комплекс. Понятия не имею, как он называется. Вот сами башни. А вон уже... Что-то пытаюсь рассказать, показать, хотя и сам не знаю, что это. Ну, неважно. Главное, что показываю. Уехать не получилось. Увидел справа баннер с описанием. Надо посмотреть, почитать. Тут сразу вон что. Комплекс Шаан, комплекс Макалки, храм Амгали Ерды, комплекс Бирс, храм Амага Ерды. Это получается 13 и 16. Ничего себе. Это вот сразу вот это все я показал. Вернее, посмотрел. Ну и показал. Туда можно забраться, конечно, тропинка. Но у меня нет времени опять, как всегда. Боже мой, когда она будет мне время? Вон еще захоронение. Только сейчас увидел. В смысле, это как она стоит? Забыл, называется. Вон еще вверху. Вон вверху еще один. Поехали дальше. Ставлю красивую ингушскую музыку и будем смотреть красоты Ингушетии.
22 июня 2002 года здесь разбился пограничный вертолет. На борту находились 8 пограничников и 2 члена экипажа. Перевал Цейлуам, обзорная площадка здесь, толпа туристов. Я проезжаю мимо, не люблю. Люблю тишину и покой. Еду дальше. За этими горами уже Грузия. Слева вижу альплагерь организовали, я его раньше не видел. А справа сейчас будет застава пограничная. Справа новый асфальт, новая дорога, указатель на Бишт. Ссылка будет в описании, я ее показываю. Открываются такие виды, что дух захватывает. Сейчас монтирую это видео и смотрю и переживаю по-новому всю эту красоту. Древнее поселение Бишт. Вложено немало средств в реставрацию. Рекомендую к посещению. Ссылку я оставлю в описании.
Впереди башенный комплекс Лейми, древний. Сейчас его приводят в порядок. Я когда первый раз здесь был, здесь открытые склепы, полные костей человеческих. Но сейчас уже привели в порядок, закрыли, сюда решетку поставили. Так что все нормально. Открывается вид на Эгикау, крупнейший башенный комплекс Ингушетии. Входит в пятерку достопримечательностей, которые можно посмотреть в первую очередь. В прошлом тут было 11 боевых башен, сейчас в полном миру сохранилась лишь одна. Помимо нее в поселке можно увидеть 2 мавзолея, 2 святилища, мечеть. Некоторые башни украшены разнотипными петроглифами. Даже можно увидеть оттиски ладоней мастеров-строителей. Такого нигде не встречал. Ну, а я поеду дальше, у меня далекие планы, надо ехать. И не люблю я, когда много туристов, честно говоря. Шлагбаум стоит, дальше заповедник, проход, проезд платный. Справа на горе комплекс башенный Хамхи. Вот. Интересно, тоже отреставрированный. Ну а я еду дальше. Самое интересное у меня еще впереди, я так думаю.